А, Ассаламу алейкум, Сюрдикёль, приветствую всех, друзья. Аят Машвойль. Валикум салам, маршал Давделик Басарна. А, Сегодня у нас стрим на русском и на чеченском и русском языках. Сегодня 30 сентября 2025 года, 19 часов 14 минут по центральноевропейскому времени, 20 часов 14 минут по городу Джахару. Сегодняшний свой стрим я назвал «Европа на грани войны. Провокации России против НАТО растут. Час Ичкерии». Вторая тема на стрим сегодня на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 161. Все, кто, как обычно, находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные задавайте вопросы с нами, как обычно, Аят Идигов, соведущий этой программы, и сопредседатель Президиума правительства, единственного легитимного всенародно избранного чеченского органа власти. Аят, я сразу вам передаю слово. На чеченском и на русском. Салам алейкум, Хамид Махкой. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы ведем эту передачу на русском и чеченском языке, или на чеченском и русском языке для удобства, чтобы мы могли рассказывать о той ситуации, которая складывается в мире, и какова ситуация, наша русско-чеченская война, в которой наша страна не оккупирована, и за которую мы боремся, чтобы ее освободить. Значит, то, что происходит сейчас в мире, это то, что нам кажется очень важно для того, чтобы мы могли санализировать и понять, в какой стадии, скажем, развития наша проблема чеченского народа под оккупацией нашей страны. Можем ли мы надеяться на то, и как это сделать, вот это главная задача. Для этого мы смотрим, что происходит на мировой арене, как идут эти баталии. Надо сказать, что раньше, когда еще был Советский Союз, в то время мы ничего не могли понять, потому что все, что говорилось в газетах Советский Союз, там «Правда», «Комсомольцы», другие «Известия», все такие, они все рассказывали нам то, что хотели сами рассказывать. И мы совершенно были в заблуждении. Сегодня мы можем видеть, наблюдать, что происходит по всему миру. Что происходит в кабинете у президента США, что происходит в других кабинетах остального мира, стран мира. Какие события разворачиваются для того, чтобы в этом мире мы могли как-то, найти свое место и как нам действовать. Но главное то, что сейчас мы знаем, это то, что произошло. Развалился Советский Союз, после этого, эти страны, которые вышли из Советского Союза, оказались в современном международном праве, и мы в том числе. Но затем одна из этих республик, которая называется РСФСР, решила перехватить инициативу развала этого Советского Союза и подчинила себе многие народы, которые еще не успели сделать те процедуры, которые необходимо было обозначить себе как государство. Чеченская республика это сделала, чеченский народ это успел сделать, и это было запланировано, это было сидело, как говорится, в душах наших людей, нашего народа, мы это сделали. Теперь мы знаем, что это не ограничился этот новый Крым, Российская Федерация России, так называемая. Она после развала Советского Союза, захвата вот этих территорий и этих новых государств, практически, которые не дали образоваться по праву, она начала акции по экспансии, по захвату этих территорий, которые вышли из Советского Союза. Причина того, что было? Причина была то, что шел спор за верховенство, Горбачев там
Ельцин и другие. И в конечном итоге Горбачева все же им удалось за счет общей такой тенденции развала Советского Союза, что отстранить от власти, но и сами хотели прийти к власти. Но не могли прийти едино к власти, потому что власть должна была быть избрана по всему Советскому Союзу, чтобы эти народы в этом участвовали. Процесс был такой сложный. И, естественно, согласились, чтобы развалился Советский Союз, то есть развалился и оказался, все эти республики оказались в международном правовом поле. Оказавшись в международном правовом поле, эти республики заявили о своих значит, государствах, стали жить в этом плане, развиваться. Но бывшая, значит, империя, малая империя, скажем, которая успела захватить часть этих республик новых, она пошла, как я говорю, на экспансию и начала захватывать территории, начиная с Чеченской республики. Это началось уже в 1991 году, в день инаугурации президента Чеченской республики, который был по закону избран. Это было в 1992 году, потом в 1994, 1995, 1999. Таким образом, 5 раз Россия на нас нападала, и мы вот в этом направлении, значит, боролись против этой власти, изгоняли ее. В конечном итоге ресурс, который был у нас, он был недостаточен, потому что весь остальной мир тоже был, как бы, значит, в этом смысле введен в заблуждение, якобы Чеченская республика бандиты, террористы, что они закон захватили. Однако мы создали свое государство строго в рамках современного международного права. Это должны знать все в мире, кто интересуется темой Чеченской республики Ичкерия и кто интересуется развалом Советского Союза, интересуется отношениями, которые складываются сейчас между Украиной и Россией. В принципе, это есть продолжение, то, что происходит в Украине сегодня, это продолжение той войны, которую начала тогдашняя Российская Федерация Россия против чеченского государства. После того, как она в ходе вот этих войн, она, значит, напала в 1998 году, напала на Грузию, отторгла ее территорию, потом другие территории, Украина, значит, и потом сегодня мы видим снова в 22 году они снова напали на Украину, и это продолжается. То есть империи действует. В этой ситуации наша страна, наш, значит, временный орган власти в зарубежье, президиум правительства Чеченской республики Ичкерия, ведет борьбу политическую, значит, правовую, отстаивая и доказывая, что то, что произошло против нашего государства, незаконно, и то, что сделали, обвиняют нас, неправильно. Нужно это все изменить, чтобы мы пришли снова к той, значит, отправной точке, которой мы создали свое государство, и что те все убытки, которые нам нанесли, должны быть возмещены, и мы должны восстановить в рамках строго нашей Конституции, наше государство на всей нашей территории. Об этом идет речь. И теперь вот мы знаем уже сколько, уже 2-3 года с лишним идет война против Украины, и ничто не происходит, кроме того, что они хотели захватить всю Украину, а захватили всего лишь 1% ее территории. Россия такая мощная, такая огромная страна с такими ресурсами, не может ничего сделать, потому что дух украинского народа настолько высок, что не позволяет им здесь вот это разгуляться на территории Украины. В то же время на территории Украины, конечно, существует агентура российская, существуют какие-то силы, которые хотят так или иначе вернуться под лоно этой России. Но многие люди не понимают, многие заблуждения, многие воспитаны на этом, у них ностальгия по всем этим делам, они не понимают, что будет, если они сами будут управлять, они боятся, что они окажутся под, скажем, под влиянием Америки или западных стран. Но, на наш взгляд, бояться этого не стоит, потому что, как бы то ни говорили, в любом случае в этих странах
идет развитие современного мира, и главным образом, как мы понимаем, научно-технический прогресс и все остальные, значит, торговые и другие отношения, все делается относительно открыто. И сегодня мы видим, что после долгих таких вот столкновений на политической арене, с тех пор, как пришел к власти президент Соединенных Штатов Америки Трамп, значит, дело пришло сейчас к тому, что президент заявил о том, что вот на днях он заявил, что у нас будет в Америке новый курс. И это началось с того, как президент вот на очередной сессии ООН выступил, там заявил о том, что я, значит, меняют курс, они понимают, что происходит, и они должны сделать все для того, чтобы Кремль за 2,5 года вот не смог захватить более 1% территории Украины, и Украина должна изгнать, собственно говоря, слова не такие были, но фактически говорил о том, должна изгнать с территории своей захватчика, и больше эти разговоры якобы вестись не будут. А Америка предоставит все возможные, значит, вооружения и снаряжения через НАТО, не напрямую, а через НАТО, как и другие. И эти страны Запада тоже предоставят возможность того, чтобы Украина смогла освободиться. То есть, другими словами, речь идет о том, что современное международное право, на основе которой строится, скажем, построено ООН, устав ООН и все принципы, они будут отстаиваться. Вот о чем идет в принципе речь. В этом смысле Чеченская республика Ичкерия, которая создана на основе этих принципов, может иметь надежду на то, что ее территория тоже будет освобождена, и мы сможем восстановить свою легитимную власть на всей нашей территории, для того, чтобы мирно развиваться и жить на своей территории, в дружеских отношениях, экономических отношениях с другими странами остального мира, особенно близлежащими странами. Вот о чем идет речь. В целом идет она так вот, почему так все изменилось, вот так вот. Вдруг вот эти почти 8-9 месяцев президент Трамп как-то, значит, был на стороне, если можно так сказать, мирного такого решения вопроса. Однако, в конце концов, он пришел, видно, к тому, что понял, что никак ничего не получается, и по этому поводу даже выступил вице-президент США Венс, заявил, что Кремль столько времени воюет и ничего не может сделать, не может ничего захватить. И 1% территории – это ничто. Но вообще-то главный вопрос совершенно в другом, в том, что сегодня, как понимаем мы и как объяснили нам, в мире вот идет информационное, значит, просвещение, в котором, говорится, оказывается, дело в том, что это врезка земельных металлов, который очень нуждается Соединенных Штатов Америки, а в Китае это основные вот эти металлы, которых я сказал, они очень в большом количестве поступают из Китая. Если Китай прекратит поставку значит, этих металлов, то в военном отношении развитие той или иной отрасли в военном отношении для Китая для Америки это очень большой ущерб. С других мест это добыть эти земельные металлы, как видно, для этого нужно очень много времени. Очень много, это значит какое-то время, все это может стопориться, этим временем можно воспользоваться Россией, продолжая действовать вот на территории Украины, забрасывая ракету, убивая там мирных людей. Ну и президент Трамп, к тому же, здесь еще такая ситуация. Если Россия вот таким образом возьмет и захватит, скажем, Украину или какие-то моменты, которые будут происходить, они окажутся
как бы, значит, в пользу диктаторских режимов, которым является Китай, тоже, то получится, что в мире станет принцип тот, что Китай-то хочет захватить и вернуть себе, если будет захвачена Украина, хочет вернуть себе Тайвань. Отдать Тайвань — это значит пойти на уступки. Это недоступно, то есть недопустимо для Трампа. Вот так получается. Если он пойдет на эту уступку, то получится в итоге современное международное право о всех этих делах, которые известны всему миру, принципы, на которых держится, все рухнет. В принципе, должен рухнуть. На это Трамп и Соединенные Штаты не могут быть. На это не могут пойти и европейские страны. Поэтому борьба украинского народа и борьба всех остальных народов за современное международное право, существование в этой рамке государств, это есть общая борьба, и поэтому на территории Украины должны бороться все эти страны не прямо, а помогать Украине для того, чтобы это все случилось так, чтобы Россия убрала со своей территории, а затем вернула и те территории, она, которые незаконно захватила, скажем, у Грузии, захватила у Молдовы, захватила и территорию Чеченской Республики Кирия. Вот этот расклад как бы вот происходит, и мы видим. Вот о чем идет речь в принципе сейчас. И это есть поворотный момент, как заявил вице-президент Венс Америки. И это есть очень для нас, скажем, приятное сообщение, нужное и для Украины, для всех людей, которые, ну, следят за всем этим, которые видят, что мы видим зло в этой империи российской, мы видим, что это зло не только для, скажем, этих стран, на которые он нападает, но это и зло для самого российских народов тоже. Они тоже захвачены незаконно, там многие территории. Россия себе их присвоила, как я сказал. В общем, вот для начала вот этот вопрос вот так осветим, а дальше, если будут вопросы, на них будем отвечать и продолжим. Аслан. Ислам, думаю, ты вопросы. Есть вопросы? Нет, давайте. Вопросов тут не вижу. Ну, всех приветствую, друзья. Шавига Машволь, алейкум ассалам. Аят, вот хотел спросить у вас вот по новый курс, который избрал Трамп, США, ну, вернее, он старый новый курс. Почему он вот сейчас так развернулся? С чем это связано? Это поездка Путина в Китай, это какие-то, может быть, скрытые моменты. С чем это связано, как вы думаете? Но главным образом это потому, как стало известно, что Трамп и окружение Трампа, то есть Белый дом понял, что им никак не удастся значит, повлиять на то, чтобы расколоть Китай и Россию. Они прочно связаны, и он не собирается идти. Он сколько предлагал разных, значит, встреч, это были встречи и в Турции посылал там свои делегации, и в другие страны, где сколько раз их встречают, что бы то ни было, как бы то ни было, каждый раз обещает, что вот давай, и снова бомбил и убивал, пытался этим моментом пользоваться, чтобы прогнуть украинский народ и правительство Украины. А теперь, когда он его еще пригласил на Аляску, и там тоже снова было все эти разговоры, как будто о чем договаривались, и снова то же самое, что было и прежде. То есть теперь, в конце концов, сам Трамп и остальное его окружение, которое есть, и те, значит, люди, которые есть в самой, скажем, окружении президента, они здесь рассуждают и думают о том, что ничего не может произойти в смысле до раскола между Россией и Китаем. Наоборот, они хотят укрепиться, это у них стратегия такая, а Трампа хотят они использовать, если им удастся. Поэтому им это, видимо, не удастся. И после того, как вот Трамп выступил на
заседания ООН, на встрече, так, в ООН, на трибуны, и заявил о новом курсе. И здесь уже стало, как бы, значит, сразу территория начала рассматривать вопросы о предоставлении оружия, и в то же время пошел вот этот ход, которым предоставляется многим странам, и в том числе, в первую очередь, конечно, сами американцы, эти, как это называют, гонка вооружений, то есть в этом направлении дан ход, то есть дается ход по, значит, тем, скажем, военизированным, скажем, оборудование, военные ракеты, чтобы делать этим фирмам дана, значит, заявка. И эта заявка, это серьезная вот такая ситуация, в которой все эти фирмы включаются, и они на многие миллиарды получают заказ на производство тех или иных вооружений. Допустим, там разные ракеты, которые когда-то были запрещены, совместно решено было. Теперь в новой форме они будут тоже есть в какой-то степени, но будут создаваться и новые ракеты. И здесь вкладывается, идет как бы, это уже вопрос бизнеса, который нужен для этих предприятий, скажем так, военизированные, которые могут делать ракеты, могут делать вооружение, могут идти на расширение вот этой ситуации. В смысле, и это значит готовиться к тому, что эта система потом будут передавать это оружие, как Трамп и другие говорили, передавать НАТО, а НАТО будут передавать через другие страны, которые будут у них покупать. То есть это уже становится вопросом даже бизнеса. То есть тот сам президент Трамп, он бизнесмен, и он в форме бизнесмена это делает. То есть это обратный ход якобы не будет иметь. Но посмотрим. Многие говорят, что, может быть, обратного хода и не будет, и утверждают, что не будет откуда. Некоторые говорят, что Трамп может завтра, значит, развернуться и по-другому поступить. Все зависит от того, как сейчас эта ситуация развернется или нет. Но на самом деле похоже на то, что она не развернется, она будет больше и больше расширяться и дать возможность Трамп и Америка не может дать возможность, скажем, Китаю пример для того, чтобы захватить Украину, позволит России, а потом ослабить тот процесс, который необходим для Китая, и он может захватить Тайвань. Потому что Тайвань это, как бы, значит, бывшая член-католическая территория, которая была раньше членом ООН и Совета Европы, там нет, не Европа, а ООН, собственно говоря, да. Мгм. Затем Да. было принято, что та континентальная часть будет членом Совета Безопасности, а эта территория была договорено, останется такой, какой она была и есть. Это Трамп понимает этого, а Китай требует, чтобы ему дали уступку, чтобы он захватил эту территорию. Если будет позволено Украину захватить Россию, это означает, что в этот момент это же может сделать и Китай в отношении, скажем, Тайваня. И притом там сказано так, что не то, что там прямо сказать, вы откажитесь от той линии, которая сказано, что остановимся на тех принципах, не говорите о том, что Тайвань это будет независимое государство, а скажите, что мы не говорим за то, что стоим на стороне того, чтобы Тайвань стала независимым государством. Не говорите, мол, об этом. Так, когда они это заявят, то это будет, значит, означать, что если эта территория Тайвань независимым государством не является, отказываться от тех принципов, которые были ну, договоренность, которая совершилась после Второй мировой войны. Вот в этом вся эта причина, потому что Запад и сам Трамп и Америка не могут отойти от основ современного международного права и дать возможность диктаторским режимам сейчас главенствовать в мире, а это уменьшит, не то что уменьшит,
в глаза остального мира падет авторитет Соединенных Штатов Америки, а если он падет в этот авторитет, то значит здесь молниеносно, так я не скажу, прямо аж будет ясно видно, что Китай, Россия, Индия и другие диктаторские режимы пойдут в гору. Это позволить нельзя. Вот в этом причина, главное. Как объясняет из того, что вот я могу слышать, смотреть, разговаривать с разными людьми, политиками. Вот это причина главная, Аслан. Мгм. Спасибо. Приветствую, друзья. Салам, всех приветствую. Аят, вы не могли бы немножко камеру чуть подвинуть, а то вот флаг ваш виден половину. Вот так, да? Это можно сделать? Хорошо. Вот так. Да. Вот так. Вот зачем хахилла аят. Да. Вот так, да? Угу. Хорошо. Да. Ишт хотя бы кайлини гушхирил. Не. Хорошо. Вот так. Вот так, отлично. Варкалдей рейсваль. Аят, вот смотрите, у нас канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о том, что это не война, но это уже не мир. И у нас проводятся в Гамбурге самые масштабные учения за последние 50 лет или с 50-го года, чуть ли не 70 лет уже. Растут провокации. Мерц конкретно сказал о том, что здесь проводятся кибератаки, вмешательство вообще через интернет, вот вообще внутренние переписки с присутствующим. Сказал, практически нет ни одного из вас здесь присутствующих, с которым это не произошло. И это целенаправленная стратегия. Также он, конечно, имел в виду Россию, говорил о России. Убийство, террористический акт, политическое убийство Зелимхана Хангашвили, он упомянул убийство в Тиргартене, так называемое, в прессе его так назвали, по месту, где был убит Зелимхан Хангашвили. И я так полагаю, все силы брошены на то, чтобы как можно больше навредить именно Германии. Хотя, я думаю, и во Франции идет такая же работа. Ну, пока, по моим наблюдениям, больше масса сил брошена против Германии. Как вы считаете, Аят, это эскалация, она может закончиться, и если просто прекратиться, либо если она не прекратится и будет иметь последствия продолжения этому, то как вы считаете, это к чему они хотят привести, чего они добиваются? Ну, я уже сказал, чего добивается Россия, чего добивается Китай, чего добиваются остальные диктаторские режимы. Они сидят во власти многие года, они хотят даже свои продлить жизнь до 150 и больше лет, какие-то там у нее научные исследования идут. И они в то же время пытаются сохранить эту власть и передать его по наследству или своему окружению, или своим, скажем, детям. Вот в этом они добиваются. То есть народы, которые находятся в этих странах, они являются людьми, которые не самостоятельны, но, собственно говоря, рабское положение, в которое, как хотят, они извращают, они свои суды назначают, убийства там за преступление, все такое, как им вздумается. А в тех странах, где это демократическое государство, хотя здесь тоже есть свои изъяны, но в принципе здесь вопросы должны решаться таким образом, что народ будет избирать власть в этих странах. Вот в этом смысле идет борьба за то, чтобы сказать, что в этих странах диктаторов режим должны сложить свои полномочия, эти власти, и дать народам этих стран избирать власть. Вот тогда будет какая-то справедливость в этом направлении. А другого, то, что мы видим, это есть, они не считаются ни с чем, они готовы убить кого угодно, и между собой они спорят в этом плане и в такой степени. И борьба идет за власть, за ресурсы. То есть вот о чем идет речь. Вот этого они добиваются.
западные страны, Власть Германии? Германия тоже, она отстаивает вот эти демократические принципы, как и все европейские страны. Хотя здесь тоже, я сказал, есть свои недостатки, но по сравнению с тем, что происходит, главный вопрос – это вопрос власти. Готовы ли, скажем, Соединенные Штаты Америки или европейские страны, готовы ли, чтобы там у них во главе сидел какой-то там царь или король или какой-нибудь президент на 50-70 лет? Конечно, не готовы. Потому что, да, нет свободы слова, нет свободы, значит, печати, нет никакой свободы, и люди будут как бы находиться под пятой этих властителей. Вот эти властители, сидя сегодня во главе вот этих вот государств, хотят и экономически, и политически во всем развиться, стать во главе этого мира и изменить этот современный мир. Для нас, для чеченского народа, для нас важно, чтобы было справедливое решение в отношении избрания власти и справедливое решение и на международной арене. Вот в этом и вся причина, Аслан. Спасибо. Спасибо. Друзья, задавайте вопросы по теме желательно, и давайте активнее принимать участие в нашей сегодняшней беседе. Пока... Нет вопросов, да, пока? Пока нет. Я здесь вот продолжу тогда несколько. Да, Вопрос в том, конечно. что на днях, значит, была пресс-конференция Трампа и это премьер-министра Израиля Нетаньяху. И это очень так обширное было, значит, событие, где Трамп выступил и сказал, что тысячелетия не было такого, как сейчас. Мы готовы, значит, так или иначе, чтобы на Ближнем Востоке установить мир. К этому готов и премьер-министр Нетаньяху. И мы готовы, значит, создать так называемый Совет мира, во главе которого, значит, будет избирает, предлагает ему стать Трампу, он будет возглавлять Совет мира, и в это Совет мира он уже там обозначил этот бывшего премьер-министра Англии Тони Блэра и других людей, и что они таким образом будут решать все проблемы, ну, во-первых, это Ближнего Востока, конечно, так, а дальше где будут возникать вот эти все ситуации. Они говорят, что необходимо этот вопрос решать со всем окружением, которое есть на Ближнем Востоке. Он назвал эти страны Египет, Катар, Кувейт, ну и другие, которые называл этих людей, говорил, что это его близкие друзья, с ним уже есть договоренность, мы им передали сейчас этот вопрос, и как никогда, тысячелетий что не было, мы будем это здесь вот работать, и я беру на себя эту функцию. Так Трамп заявил. Кроме этого, он заявил, что вопрос в том, что вот признание, скажем, Палестины, которое сделали некоторые страны, что это была глупость, это не надо делать, потому что надо, чтобы Хамас, он там согласился уйти с политической арены, чтобы он сложил свои как бы полномочия, и в этом отношении ему будут помогать все эти арабские или мусульманские страны, которые вокруг находятся. И он надеется, что они все это делают. И если, мол, Хамас не согласится с этим, то мы будем полностью помогать Израилю в этом вопросе, чтобы решить этот вопрос, ну, больше не позволим. Вот такое было выступление на этой пресс-конференции. Тоже, наверное, интересно, что там собирается делать, скажем, этот круг Совета мира, как он будет действовать. Вот такое было на пресс-конференции заявлено, что дополнить, Аслан. Ясно.
А вот как вы считаете, вот то, что вот это само признание вот этой палестинского так называемого государства, оно для чего сейчас делается? И почему вот эти европейские страны сейчас столько лет молчали и некоторые активизировались? Но и сказать, что они столько лет молчали, это не так, конечно. Они не молчали, многие какие-то свои точки зрения высказывали, Мгм. говорили то или иное, но вот такого напряженного состояния, как сейчас, действительно, может, и не было. Но были тогда и Мгм. войны были, и столкновения были, там и Советский Союз, и Запад, там и шестидневная война была. Ну, мы знаем об этом. Ну, в конечном итоге получается, что сейчас вот этому делу нужно как бы положить конец. А можно ли ему положить конец в каком смысле? Здесь, с одной стороны, одна точка зрения у Израиля, с другой стороны, другая точка зрения у Хамаса. Хамас, он, значит, свою здесь высказывает точку зрения, которая, ну, жестокая такая, можно сказать. С другой стороны, жестоко и Израиль. Мы видим, что в этих жестокостях люди гибнут и с этой, и с той стороны. В целом на все это надо смотреть в корень, а корень это что? Корень это современное международное право, которое было принято после окончания Второй мировой войны. С точки зрения этого права, что должно происходить? Как это должно решаться? Вот в чем вопрос. Эти великие страны, так скажем, которые являются членами Совета Безопасности и члены ООН, остальные страны, они должны этот вопрос решать совместно для того, чтобы этот очаг напряженности и эта война там, она была как бы заглушена, и чтобы там установился мир. Смогут они это сделать или нет? Из выступления самого Трампа тоже особо непонятно, хотя он говорит, что да, мы вот договорились, что эти страны, там король Иордании и другие, Тони Блэйр, там вот это все соберется, и мы будем вот здесь этот вопрос решать. Если не решится, то мы будем всецело на стороне Нетаньяху, так они говорят. Но решит ли будет тот или иной на этой и той стороне, решит ли это вопрос? Мы же понимаем, что если решаться будет вопрос, скажем, силой, то здесь вопрос, он никогда не может быть решен. Надо решать его справедливо, так скажем. Вот в этом отношении, я думаю, в этом и причина. Нужно этим, то, что Совет мира вот создается во главе с Трампом, и что вот будут другие вот известные политики туда входить и действовать, да, то, может, это приведется к чему-то такому положительному, что перестанет литься кровь на этой территории, на Ближнем Востоке. Это было бы хорошо. Вот что я думаю, Аслан, по этому поводу. Мгм. Спасибо. Как известно, некоторые страны до сих пор продолжают закупать газ, нефть у России, и в связи с этим Трамп сказал, что он примет и там санкции, если же другие страны также присоединятся к этим санкциям и тоже будут а, делать ту же, ну, применять санкции. Но несмотря на это, Словакия, Венгрия продолжают закупать, и даже сегодня вот такая информация прошла, что ЕС хочет изменить процедуру приема стран, чтобы избежать вето Венгрии. А, То есть Украину, чтобы принять в Европейский Союз, им нужно вот обходить вето Венгрии, которая вот так себя ведет, просто, ну, можно сказать, аморально ведет, просто преступно даже, я бы сказал. В этом смысле, как вы считаете, почему эти страны себя так ведут? Они ссылаются, конечно, на экономические там проблемы, что им нужен свет, газ, там, нефть, там, ну, нефть и газ. Почему они так себя ведут? Это агентура российская, это враги откровенные, тут убийство людей происходит, а они вот себя так ведут. Ну, это неудивительно для нас, особенно для чеченского народа, для нас, когда мы вели справедливую военное противостояние, и весь мир, как говорится, оказался, ну, в принципе, я говорю, имею в виду руководство стран
их политическая основа, она была как бы, значит, не одобряла то, что чеченский народ, вот они бандиты, террористы, и этому не хотели углубляться в эту ситуацию. И наша задача сегодня это разъяснить. Мы не знаем сейчас точно, в чем же самая откровенная точка зрения Венгрии и Словакии, хотя мы видим, что это идет во вред украинскому народу, который хочет свободы, хочет той же защиты, которая есть у Словакии и у Венгрии. Почему они так себя ведут, до конца не ясно. Но ясно одно, что в любом случае эти шаги, которые они требуют, как-то должны решаться. Я даже слышу, что какой-то там уже есть, значит, консенсус, что Венгрии там и этой стране будет что-то там передано. Если они являются действительно, как многие говорят, агентурами Кремля, то они на этих позициях и будут стоять и не уходить от этого. И вот в скором времени там пройдут выборы в этих странах, как я слышал, так? И, возможно, там население выступит против этих, скажем, лидеров, они сменят свой курс. Так что здесь вот такая ситуация, непонятная, собственно говоря. Я просто знаю по своему там опыту, что вот эти вот некоторые моменты, такие тонкости, об этом обычно не говорятся, что происходит. Но по большому счету видно, что эти две страны, члены Европейского Союза, пытаются использовать свою возможность для того, чтобы здесь как бы, значит, решить свои какие-то проблемы. Если эти проблемы, скажем, не решаются, они пытаются вот и такие вот противостояния делать, даже вот связано вот с Украиной. Вот я думаю, здесь зарыта, как говорится, собака. Мгм. Да. Ясно. Дональд Трамп и вот Кит Келлог сказал, что на вопросы... Давайте я сейчас этому меду вопрос зачитаю, так как Мгм. сами просим вопросы, а потом уже задам свои, когда больше не будет вопросов. Вопрос к Аяду. Я наблюдаю, как некоторые блогеры много говорят и даже их заслушиваются, и музыка у них красивая. Я им всегда задаю один вопрос. Почему они не приглашают к себе Аллу Дудаеву? Речь о вот этих блогерах Курочкиных, вот он тут спрашивает. А, М, Вопрос в том, что когда мы вот занимались вопросом признания нашего государства с Украиной, да, многие там люди, и политики, с которыми мы общались, мы вели эти разговоры. В конечном итоге все же благодаря вот украинским политикам, правоведам, известным людей, особенно а, здесь вот так вот повлияли на то, что да, Рада проголосовала за то, что против чеченского народа произведен геноцид со стороны России и что Чеченская республика Ичкерия незаконно оккупирована. Это есть признание нашего государства. И почему вот это все так вот происходит, почему они вот не приглашают ни Аллу, ни меня, ни других наших людей для того, чтобы мы там говорили, объясняли им. У них был вот с теми людьми, которые мы разговаривали лично, вот так, они всегда требовали, чтобы мы не говорили о той политике, которую проводят наши так называемые марионетки, которые работают на Крым. Мы знаем, что они работают на Крым, а они открыто прямо на территории, в блогах, скажем, некоторых стран, начали этих блогерах, они могут называться украинскими какие угодно, находиться в других местах, но они с ними работают и постоянно их как бы выводят на подиум, с ними говорят. От этого ничего не меняется, потому что основой в их действиях в конечном итоге является то, что эта основа является пророссийская, прокоммунистическая, проимперская. Они всегда эту работу вели, о тех людях, которыми я сейчас сказал и которых я имею в виду, не буду повторять их имена, мы часто говорим. И они продолжают сейчас это вести. Им нет доверия, вот о чем дело. А нас не приглашают они именно по этой причине, потому что президиум правительства есть это а,
легитимный орган власти, который действует в зарубежье и который имеет полномочия от нашего народа. Кроме нас никто не имеет этих полномочий, и это знают и в Украине, знают, и в других странах. Мы в многие страны писали свои в этом смысле сообщения, но пока вопрос не решается. Видимо, это такой глобальный вопрос, как бы, значит, какой-то барьер должен подойти. Это сойдет, как говорится, с подиума, и тогда будут приглашать, и все будем рассказывать и говорить. Но независимо от этого, мы это говорим между нами, пишем в наших сайтах, пишем в наших блогах, мы везде сюда рассказываем, и есть все основания, в которые аргументируем, мы показываем, что вот такая ситуация. Я думаю, что это вопрос общей политики, которая сегодня вот стоит на самом верху, потому что ориентируется на нее эту политику. То есть хотели как-то ублажить Кремль и никак не смогли ее ублажить даже на уровне президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что это входит вот в эту, как говорится, канву. Аслан? Мгм. Спасибо. Кит Келлог сказал, что Россия ничего не может добиться, и после этого Трамп назвал Россию бумажным тигром, на что там русские обиделись. Обещал томагавки, ну, не обещал, ну, Кит Келлог сказал, что теперь территории, по которой бить нельзя, на России не существует. Швец, известный блогер, он сказал, что раньше Украина дралась с завязанной рукой одной, теперь руки развязаны, теперь полный вперед. Такую вот аналогию он привел. Как вы считаете, вот сейчас, если поставят эти все-таки томагавки, которые, на мой взгляд, наверное, уже там есть договоренность, если они будут наноситься, какие действия России будет и вообще сможет ли это повлиять на ход войны, которая сейчас продолжается? Разумеется, это может повлиять на ход войны, потому что именно отсутствие этого оружия, именно отсутствие возможности наносить удар по тем военным объектам, там, военизированным объектам или те, которые Мгм. подпитывают эту войну, и только лишь своим оружием мог это сделать Киев, так скажем, так? Мгм. А теперь, если есть оружие, которое им помогает для защиты своей страны, Мгм. ну как может защитить свою страну, если они не могут бить по тем, скажем, точкам, откуда исходит зло? И если у них этого оружия нет, которое туда может достигнуть, Украины. Но сейчас они что-то делают, есть дроны, и притом они очень успешно сдерживают этого агрессора и не дают ему продвигаться там или в другом месте. Вот в чем вопрос. И если это так, то, естественно, это может изменить ход, скажем, военных действий, и российская армия будет со всех территорий Украины изгнана. Вот о чем речь. И это будет, ну, это будет самое лучшее завершение этой войны. И потом в политической и правовой точке зрения этот вопрос должен будет в будущем рассматриваться. Мгм. Да? Ну, может так случиться, что вот сейчас будут наноситься удары, потому что вот у нас в Германии, например, здесь в горах высаживаются десантники, военные просто строят там какие-то лежанки полностью, чтобы закрывать границы не только по которой по дорогам, в лесах перекрывают, в горах перекрывают, в горах специальные там десантников выбрасывают, которые там ночуют и готовятся вот просто к реальной войне. Просто они собираются, я не знаю, к чему они тут собираются, но сказали, короче, берут, раньше брали, например, в армию, там, госорганы только граждан Германии, сейчас берут только, любых берут, любых. Просто ты приходишь, там тебя проверяют, там тесты, месты, и все, ты зачисляешься. Короче говоря, конкретно идет такая подготовка к войне. Это что может быть? Удар по томагавками по Москве и ядерный удар, или вторжение какое-то, или вторжение отсюда туда, или волнение внутри. Просто теряюсь в догадках, как вы думаете? С Я чем это думаю, такое что усиление? да-да, Аслан, я думаю, что это связано с тем, что ядерно, ты сказал, ядерно они не хотят сами.
Они хотят жить 150 и больше лет. Помнишь, когда Путин Да. был в Китае, он там рассказал ему тайно, что у них делают теперь до 150 лет, и они очень этим заинтересовались. Если бы они хотели ядерно пустить, они понимают, что они могут и сами погибнуть, их потомство может погибнуть. Поэтому Конечно. вопрос идет не о ядерной войне, а вопрос идет о том, что это то, что ты говоришь, там собираются, берут всех. Видимо, это добровольцы или какие-то, ну, как сказать, которые как Добровольцы, пока добровольцы. да, как добровольцы, которых могут посылать воевать ту или иную точку зрения. Там есть в разных странах есть такие, значит, легионы, которые ездят Мгм. вот так вот в этих горячих точках, воюют и что-то там в этом смысле делают, так? Так, и, наверное, Мгм. с этим связано. Сейчас самое главное то, что необходимо освободить полностью территорию Украины, и после этого только можно речь идти о том, что Россия там или другие страны, которые вот эту войну ведут, они должны убраться с этих чужих территорий, потому что это противоречит международному праву, это противоречит справедливости, это противоречит всем принципам, которые есть в мире, приняты и при участии этих стран, которые сегодня нападают. Даже члены Совета Безопасности в это завязаны. Мгм. Так я думаю. Ясно. Ну, конечно, интересные события разворачиваются. Просто мы идем к большому шухеру идем. Да, можно Такому. сказать и так, да. Да-да. Так, Мышляк, мы обязательно приедем в Украину. Обязательно. Только у вас там чуть-чуть пронашинские появятся. Да, это масера боя. Вот такие вот дела. На России, начался бензиновый кризис из-за того, что Украина там просто уничтожает все их НПЗ, очень мощные, очень точные удары наносятся. И эта экономика, сами они уже говорят, уже дышит на ладан, и потрясения, экономические потрясения, вот, или осенью, вот сейчас, либо в начале следующего года уже Россию накроет такая хорошая волна экономического кризиса. В связи с этим, как вы считаете, как может развиваться событие? Может ли, например, произойти волнение внутри России? Может ли произойти ситуация, когда люди просто выйдут просто на митинг? Либо они сейчас уже во время войны побоятся, как вы считаете? Ты имеешь в виду на территории России это имеется, да? На территории России, да. Ну, вряд ли на территорию России они выйдут. На территорию России выйдут, то это уже будет как бы на уровне гражданской войны, если уж на то пошло. А так, ведь там же все замкнуто, никто не имеет права не только там голос подать, даже по интернету и где-нибудь там в каком-то сайте что-то написать, он тут же может быть до 8, до 15 лет посажен в тюрьму, а потом еще могут оттуда отправить воевать против Украины. Вот как они там держат. А у них армия, которая занимается вот этим вот внутренним порядком, она очень большая. Количество там несколько миллионов человек по всей России. Так что здесь вряд ли какая-то внутренняя дестабилизация, если будет, то это будет только лишь после того, когда экономические вопросы не будут решаться. А вот до сих пор им удается это как-то решать и по всем городам, и по всей России. Пока что они как бы еще живут, вот пока что у них есть что-то. Просто разговоры идут, правда. Мы где-то выдергиваем, смотрим, что какие-то моменты есть. А в целом пока еще для них это терпимо. Пока терпимо это для самой России, это все так идет. Вот в 90-м году, 80-х по 90-е годы ситуация была настолько напряженная, что не было в магазинах ни питания, не было ни хлеба, но уже не говоря других продуктов, там одни синие курицы лежали худые. И вообще страна была в таком ужасе, непонятно, что происходило. И тогда вот такие условия были создавались. А они создавались почему?
потому что Советский Союз тогда не смог обеспечить этими продуктами питания свою страну. А сейчас в какой-то степени они к этому делу наловчились. С другой стороны, есть и другие страны, допустим, тот же Китай и другие какие-то арабские, другие страны, которые им посылают это питание или какие-то продукты питания. То есть ситуация пока что относительно стабильная там. Вот что я хочу сказать. А когда этой Мгм. стабильности не будет, и человек выйдет, и несмотря на то, что будет требовать, тогда они выйдут. Если несмотря на то, что даже их будут сажать, избивать, тогда они выйдут. Но такую ситуацию мы пока еще не наблюдаем, как мы видим с вами. Вот там кто-то умер, недавно показывали вот это так, или другой, то они там собираются на похороны, в церкви, там везде спокойно ходят, как будто ничего не бывало, показывают такую ситуацию. Но это, конечно, не везде, не везде, но вот такое дело. Пока что у России есть деньги, хотя многие говорят, нет денег, деньги они получают, продают свою, скажем, нефть, продают газ, где можно, а вот другие вот, значит, свои, э, ну, там лес или другие виды вот этого, э, своего запаса, ресурса, скажем, Мгм. они не могут, повезти и продать или что-то такое. То есть в основном нефть, на нефти они держатся сейчас. Я так думаю, Слава. Мгм. Ясно. Спасибо, Эд. М, Ну, конечно, очень нагнетает сейчас ситуация. Посмотрим, что из этого выйдет. Друзья, есть вопросы? Задавайте вопросы, друзья. На русском нужно сказать, что окорочка Буша ближе, чем им кажется. Да, такой комментарий. Так. Ну, повышается НДС на России, а это повышается всячески, закручивают гайки и выходят из договора о а, неприменению пыток. Путин подписал уже это все, значит, типа уже можно пытать, и некому будет жаловаться. Вот тогда можно было хотя бы жаловаться, хотя бы фиксировать сам момент вот этих пыток. Но Россия очень серьезно ко всему готовится. Готовится она как внутри, так и везде. Она собирается повсюду совершить очень-очень такие жесткие, а, Правило. да, совершить, да, установить жесткий режим внутри своей фашнявой России. Посмотрим, что из этого будет. Ну, если, Так. справедливость, путем пыток будут, если это решающим доказательством будут, пытки, то это понятно, что там никакой справедливости нету. И это, конечно, тоже Мгм. повлияет, в какой-то степени, наверно, на этот, люд, на этот народ. Но российский народ, русские, они, как мы знаем, уже привыкли к этим делам, веками приучены. И вот так они сидят и, занимаются этими делами вот таким образом, насколько Мгм. известно. Шарани спрашивает: 7 октября хамасовцы совершили нечеловеческие жестокие военные преступления. Британия, Австралия, Канада признали Палестину, и почти весь мир обвиняет Израиль. Это значит, что признали Хамас? Но это, не то, что значит, это они заявили там, а между собой они должны подписать, такое признание, эти страны. Ведь этот Трамп выступил, сказал, что это они, эти страны, совершили глупость, это никуда не идет Хамас, и они не могут быть ее, надо в этом смысле, надо ее ликвидировать. То есть надо, чтобы
этой организации террористической больше не было, он так назвал их. Они построили километрами, десятками километров подземные какие-то туннели. Это все целое дело. И с ними надо бороться или надо призвать их, чтобы вот эти страны решили, вот эти вокруг лежащие арабские мусульманские страны, чтобы встретились с ними и решили эти вопросы. То есть вопрос такой, то, что говорит Трамп одно сейчас, так, что завтра он скажет другое, потому что ситуация меняется. Вот в отношении России он говорил все время, давайте мир, давайте то, все, а сегодня уже заявил другое, вот как я вот говорил, что вот вы, мол, это совсем ничего не можете, ничего не смогли сделать, и больше обманываться мы не будем. Грубо говоря, я своими словами это говорю. И будем давать сейчас оружие Украине, не прямо если, но, собственно, которое дойдет до украинцев, и они могут этим оружием бить любую точку России, если им понадобится. Украина имеет право. Вот о чем говорили. А насчет атомного оружия тоже мы уже сказали. Так что здесь вот такая ситуация, насколько мне видится. Мгм. Благодарю. Кавказе, Албания. Приветствую. Такой вопрос. США справедливая страна? Я имею в виду, если США в будущей войне победит Россию коренным малочисленным народом, будет справедливое отношение со стороны победителя? Если США победит, да? Так она? Если США победит, потому что известно, что коренные индейцы США не получили справедливости, это отношение к себе и не живут, а выживают в нищете. Я не согласен, Кавказе, с этим моментом. Ну, а это, пожалуйста, как вы думаете? Ну, я когда-то вот участвовал, я был это членом ОНН, организации непредставленного народа, даже там был в руководящем комитете, вице-президентом какое-то время. И я встречался с этими людьми, это индейцами, которые там. И они рассказывали, что у них есть какие-то там резервации, типа так, вот какой-то участок земли, ну, может быть, там сколько тысяч квадратных метров, не знаю, там. Они живут в этих резервациях, если хотят так, и живут по своим законам там. И как только они выйдут за пределы этой резервации, они живут в рамках законодательства Соединенных Штатов Америки. Американского. Да. То есть там такая, то есть они могут жить вот так, как в этой резервации обозначена какая-то территория. И сколько этих резерваций, я не знаю. Но вот с лидером этих движений, этих индейцев, которые были, женщина была, я помню ее, она это рассказывала, вот так вот там живут. Они, конечно, недовольны, они говорят, что их страну захватили, эти пришельцы, и все эти европейцы, это наша страна, и вот такое у них отношение. Но это было когда, а сейчас вот такое у них вот пребывание там, насколько я понимаю. Будет ли, конечно, в отношении их будут, видимо, какие-то решения предпринимать, потому что они аборигены, хотя и другие уже по 300-400 лет там живут, одни из. Ну, а те вот как бы, значит, являются происходящими из Америки люди. Вот об этом я Да, это знаю. он Что говорит не будет, о там не них, не забудет. о индейцах. Индейцам, да. Он говорит не об индейцах, он просто их как пример привел. Он говорит, если США победит Россию, то как будет США относиться к коренным малочисленным народам, проживающих в России? И приводит пример, так как плохой вот пример с индейцами. Ну, как они будут? Они должны, мы же говорим о том, что вот мы возьмем вот чеченский народ, да? У нас тогда уже сколько? Нас 300 с лишним лет, 400 лет назад было 2 миллиона человек. За все это время мы, за эти 300 с лишним лет, только нас в 90-м году было только около миллиона. Представляете, что? Хотя в этих семьях было по детей было всегда много. 8, 7, Да. 6 детей, так? В итоге, значит, постоянно выбивали и все такое. И мы вот сейчас вот создали свое государство,
и в отношении нас, мы считаем, несправедливо относятся. Мы создали государство, и это государство как бы не признают, пока что нас держат заперти, скажем, для того, чтобы мы не могли войти в это международное сообщество. Называет нас бандитом, террористом, это империя это называет, они этому прислушиваются, и в этом отношении с нами никакие вопросы как бы не рассматривают. Хотя мы были там и говорили с ними, но пока что говорили, что скоро придет демократия в России и все решится. Но демократия в России так и не пришла, а наша ситуация такова, что захватили нашу территорию, там насадили марионеток. Вот такая ситуация сейчас. Что там будут делать американцы или европейцы? Первое, что бы сделали, они бы, если признали, могли бы признать наше государство, которое создано в рамках современного международного права, строго признать ее. Этим самым бы они показали, что они на этом пути. Вот что я хочу сказать. Вот, а что Мгм. они будут делать? Конечно, я А, говорю, здесь есть не столько справедливости тоже, не всегда. Поэтому вопрос надо разбираться. Да. Мгм. Ну, вот Кавказиан Албания — это не чеченец, и он, с Кавказа, как понятно по нику. И он, говорит о том, что вот, как бы ему, я так понимаю его вопрос, он хочет понять, как позицию для российских малочисленных народов, какая позиция в отношении американцев, что потом, вот он спрашивает у вас, как они отнесутся не к Ичкерии, независимому государству, а вот малочисленным народам, которые проживают на территории к России. Будут ли права этих народов соблюдаться американцами? Ну, по крайней Вот мере, он. американцы не будут и не говорят нигде о том, что они не будут соблюдаться. Международное право стоит на основе свободы личности. Свобода личности – это всеобщая декларация прав человека, которая должна соблюдаться. И на каком уровне это будет соблюдаться, по крайней мере, мы вот сейчас вот находимся в Европе и в других странах, и свою точку зрения свободно излагаем и пытаемся довести и до них это. То есть нам нужно в этом вопросе как-то активизироваться и работать, но сколько бы мы ни активизировались и не работали, если правительство этих стран этому не помогает, оно ничего не дает, как ясно. Если даже ничего не дает, если мы вообще перестанем об этом говорит, тогда это вообще исчезнет. И чтобы это не исчезло, мы должны работать. Я думаю, что в этом направлении должно быть все движение. Если, допустим, какое-то малочисленное население, какая-то народность, скажем, в составе нынешней России, не думает о том, чтобы создать свое государство, а хочет, чтобы было свободно, значит, решаться его вопрос, свобода личность соблюдалась, чтобы их не преследовали по национальному признаку, чтобы считали с ними, если это есть, они готовы в этой стране жить, то, пожалуйста, я так думаю, в этом направлении. А есть народы, которые хотят свои государства иметь, как Чеченская республика, Татарская, там, Башкирская и другие республики, которые, значит, это хотят. Чеченская республика создала свое государство, а вот другие, которые я назвал, они взяли, захватили и под себя подсунули, грубо говоря, так, не дав этим народам решать эту проблему с точки зрения международного права. Вот такая может быть ситуация. Понятно, что американцы их не защитили. Ни Запад их не защитил, когда в 90-м году развалился Советский Союз. Эти республики, которые были в составе СССР, они все имели, независимо от того, были ли они союзами или автономными, они были государствами в этой империи. И поэтому при развале Советского Союза эти государства должны были получить статус суверенных республик в международном праве. Это не поддержали эти западные страны, это до конца вопрос не решенный. Я думаю, это вопрос будущего. Чеченская республика это смогла сделать. И даже после этого на Чеченскую республику Россия напала. Вы знаете, вот 5 агрессий было. Она напала даже на признанные государства, как на э, Грузию, Молдову. Но я же Украину, мы уже знаем только, как они, сколько они вот ведут войну. И вот эта ситуация вот такая. То есть
вопрос, процесс это находится как бы, значит, в развитии. То есть дальше и дальше нужно нам совершенствоваться, и остальной мир будет как бы развиваться. Так я думаю. Слава. Мгм. Спасибо, Аят. Вот Азиз спрашивает, может такое быть, что это игра Китая и США против России, чтобы уничтожить кремлевскую систему силовиков? Вот то, что сейчас происходит в мире, в России Мы против увидим это по Украины. итогам. Мы не можем сейчас в их тайны проникнуть. Но, по крайней мере, для нас важно, чтобы сегодня Украина победила и были изгнаны эти агрессоры. Для нас также важно, чтобы и в другие страны, которые захватила Россия незаконно, чтобы они тоже освободили, и на этой территории были установлены те режимы, которые были прежде. Вот о чем для нас важно. А что они там, игры разыгрывают какие-то? Да, эти игры, конечно, они разыгрывают. Здесь нет сомнения, это всегда так. Мгм. Да. Спасибо. Вот Светлана спрашивает, Трамп борется с леваками-социалистами, как у себя в стране, так и в мире. Леваки-социалисты – это бандиты, считает Светлана, которые захватили власть в Европе. А вы что считаете по этому поводу? Но если они захватили власть в Европе, то народ должен это, собственно говоря, увидеть и в следующих на очередных выборах проявить свою волю. Так получается, а не то, чтобы как Трамп может с ним бороться. Трамп свою точку зрения говорит, в то же время Трамп тоже удивлял нас много раз, рассказывая какие-то вот проблемы, которые он хочет решить. Ну, нужно действовать строго в рамках международного права. Да, если есть какие-то леваки, как вы говорите, с этим, в принципе, на Западе и международное право, которое есть и принципы, не позволяет это делать. Но что поделать, жизнь есть жизнь, и в этом отношении надо действовать и искать выход. Такая Мгм. ситуация. Многие европейские политики, пишет Асланбек Тутаев, просили Ельцина и предлагали большие деньги, чтобы не были открыты архивы КГБ по европейским делам, со слов Буковского. Видимо, поэтому европолитики долго дружили с Рашкой. Может быть, это связано с тех пор КГБшные Я не связи знаю, я знаю, единственные. какие архивы, я об этом думал тоже, кстати, да, вот немецкие архивы, они же открыты. Вот я много раз слышу, что ГДР, которые были там, они Да. открыты, американские открыты, они там на архив, это на определенное там время, там 20-30 лет, а не как вот, допустим, Россия делает 50-100 лет, там закрывает архивы, когда эти все люди, которые этим вопросом интересуются, умрут, после этого открывает как историческое там исследование будет, и всего лишь. Ну, здесь это вопрос политики, собственно говоря. Мгм. Мгм. Да. Ясно. Так, обо всем поговорили. Ты по чеченской тематике, а я хотел бы тоже Мгм. узнать. А, Какие-то очень странные события происходят у нас там на Кавказе в целом. Завозят теперь в Дагестан разных там палестинских якобы беженцев и так далее. Накручивается вот эта вся система, что вот мы здесь в Европе, как будто мы там против чеченцев, против мусульман, против ислама, а они там самые мусульманистые мусульмане и так далее, и так далее. И вот к чему это все может привести, Аят? Как вы видите вообще прогноз? Можете Ну, к какой-нибудь чему может дать? это привести? К чему это может привести? Оно уже привело. Там захвачена эта территория, там, значит, имперский режим, там сидят марионетки. Они будут упражняться в этом вопросе, что угодно говорить, так.
Но это не означает, что на самом деле то, что они говорят, правда. Это не всегда правда, потому что мы видим, что люди, значит, не свободны высказать свое мнение, не свободны, значит, ехать или не ехать куда-то, или на войну, и на войну насильно заставляет идти на фронт, убивать, скажем, людей. Как они даже вот собирались, когда шла российская война против Чеченской Республики, они также собирали людей со всех регионов, начиная от Дальнего Востока и до, скажем, Петербурга, да, это весь этот, и засылали нам народу людей, которые убивали чеченцев. Сегодня также они собирают людей по всей этой России, в том числе из оккупированной Чеченской Республики, Ичкерия, и тоже их направляют для того, чтобы убивать уже украинцев, захватывать эту украинскую территорию. Но на самом деле они, как мы знаем, более 1% за 3 с лишним года ничего не смогли сделать, фактически, получается так. Значит, это не такие вояки, это не такой момент, и это уже заметили в Европе, и говорят, что это никакой там момент, на котором можно говорить, что они там захватят территории, что этот Путин и его команда не являются вояками, поэтому нужно этот вопрос скончать. Также они говорят, и надо дать оружие Украине для того, чтобы отбить. А то, что там они говорят, мы мусульмане, не мусульмане, это вопрос мусульманства, христианства, другой, это вопрос мировоззрения. Если он мусульманин, пусть будет мусульманином, это главным образом мусульман, это он должен верить Всевышнему, поклоняться ему, это его мировоззрение, так? А если он на основе этого становится, скажем, строй военный и идет воевать, захватывать чужие территории, это что за мусульманин? Это не является таковым. Оно не в основе своей не является. Он может защищать свою страну, свою родину, своих близких, а идти куда-то убивать каких-то людей и там захватывать территории и говорить, что я чистый мусульманин, это не приходится говорить. Да не только мусульман или христиан или другой веры, они тоже вот в этом смысле это нарушение. Это же они не имеют права несправедливо убивать людей, мирных людей. И против несправедливости бороться они должны, они наоборот сами эту несправедливость несут. Я так думаю. Вот такая ситуация. Мгм. Спасибо, спасибо, Аят. Вот Азиз спрашивает, можете сказать, вот уже другая тема, не Кавказ, не Ичкерия, можете сказать, почему американцы, вбухавшие $1 триллион в Афганистан, они оставили Афганистан, что заставило к таким их и привело их к таким шагам? Но американцы в основном этим занимались и хотели там решать проблемы, которые были международного порядка. Тогда, когда они увидели, что только идут одни убытки и гибнут их люди, они решили, как я понимаю, положить конец этой бойне. И этому основу заложил тогда Трамп. И после этого это реализовал президент Байден. Хотя Байден, он ругает, но это было вот так вот, насколько известно. И эти деньги, которые, или то, что ты сказал, почему они столько потратили, они уже потрачены, и уже никак, никаким способом не вернешь. А если и дальше там будешь сидеть, то еще больше будет расход. Что больше не расход, это как бы вот такой вот ход, мне кажется. Только Мгм. это. Ясно, спасибо, спасибо, Аят. Так, друзья, задавайте вопросы. У нас ТикТок вообще молчит. Только нет, только комментарии появляются, но без вопросов. Так, нет вопросов. Нет вопросов, да? Нет, Давай Аят. тогда закругляться, уже 1,5 часа скоро будет, или час 20 уже, да.
Да, уже час 20. Да, давайте, можно, если нет. Давай закругляйся, да. Мгм. А, Ну, спасибо, спасибо за интересные ответы, за Всем интересные спасибо. вопросы. Баркал Макаран, Дерей Суль. Ой, дучь дыра, вахумнах кет, гач, ахкегат, шдовай. Цан хуман тягат, нызвож лил харсо, но, дуча, что вен харсо, мел лиленью. إذا أقوم نحكي سكت الدنيا تلاقي حول قيتك كت وهذا ديس وين خوش سهولها نيس وني دادخ أتصون طول باخ شوي برت خليت شون دور ده سوتي عوائات خربوا الخيط سندال مقلع ده أتو بولر بس Amen, Дерес, Аят. Адик Юэль. عليك Всего хорошего, друзья. До свидания. عليك